Доброе утро, дорогая церковь. Наконец-то мы собрались, готовы. Пожалуйста, кто внизу, поднимайтесь наверх. Давайте мы помолимся, благословим это собрание в сегодняшний день и будем делать то, ради чего мы пришли, совершать богослужение. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за милость Твою, за благодать, за то, что мы могли сюда прийти своими ногами, живые, здоровые. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господи. Посвящаем его Тебе. И мы просим Тебя, Господь, двигайся, как Ты хочешь. Делай, что Ты хочешь, Господь. Наполняй наши сердца. Дай нам слышать голос Твой, Господи. Дай нам познавать волю Твою. Все, что здесь не делается, пусть делается в Твою славу, Господи. Мы здесь собрались ради Тебя. Потому что Ты великий Бог, и Ты достоин всей славы и хвалы. И все сказали? Аминь. Аминь. Аминь, да будет так. Еще раз доброе утро. Давайте мы Господу дадим аплодисменты и прославим. Аллилуйя. Жизни моей
Ты, мой Господь, Твои слова, Твоя любовь, о, как славен Ты, мой Господь, Твоя сила и Твой крест меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, Иисус. Распятый на кресте, стал моим царем навеки. 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 Меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава. Аллилуйя, это слава нашему Господу. Благодарим Тебя, Господь. Скажите себе для нас, что мы в каждом дне восклицаем и прославляем Тебя. Верю в Тебя, Господь Иисус, я верю Твоим словам, мой Бог. Верю я в силу Твою, знаю, Ты никогда не оставишь меня, знаю,
являешь силу ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага ты запрещаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага ты запрещаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Я громко воскликну, аллилуйя. Горы падут, ветры утихнут. Я громко воскликну, аллилуйя. И мир твой наполнит меня. Я громко воскликну, аллилуйя. Горы падут, ветры утихнут. Я громко воскликну, аллилуйя. И мир твой наполнит меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Спасибо, Господь. Больше не нужно наших Спасибо тебе за все, наш Бог, что можем приходить к тебе каждый день, и ты никогда нас не отвергнешь, Господь. Ты принимаешь нас такими, какими мы есть, потому что твоя рука всегда протянута рядом, ты всегда рядом с нами, в любой ситуации. Спасибо тебе за это, наш Бог. Прихожу к тебе, Иисус, какой на самом деле есть. Открой во мне любовь свою, но в сердце моем я преклоняюсь пред тобой и в жертву приношу хвалу. Прими ее из уст моих, но в сердце мое я буду славить тебя, Иисус. Я буду славить тебя, мой Бог. Я буду славить тебя, Господь. Вот сердце мое. Я буду славить тебя, Иисус. Я буду славить тебя, мой Бог. Я буду славить тебя, Господь. Вот сердце мое. Иисусе, еледin, aytardın analarımla, taptaldın mehmetlerim, sürektin arı. Benimle süpürge, bana bunalırım, sürekten tasardıları, zeyederimi, uydu bu Iisus, ay kalbin ay kanarım, maftabın Iisus eder, İsüre bitte, uydu bu Iisus, ay kalbin ay kanarım, maftabın Iisus eder, İsüre bitte. Я буду славить тебя, Иисус. Я буду славить тебя, мой Бог. Я буду славить тебя, Господь. Вот сердце мое. Я буду славить тебя, Иисус. Я буду славить тебя, мой Бог. Я буду славить
любой ситуации. Спасибо, что ты как добрый отец всегда поможешь, всегда поддержишь. Побежден мой страх.
большинства музыкантов именно, да, в усеченном составе, молодцы. Да, это для вас. Давайте мы помолимся, как мы обычно делаем, мы помолимся за наши нужды. Господь, благодарим Тебя за каждого человека в нашей церкви, Господи, который когда-либо был здесь вообще. За всех людей, кто в церкви, но они сейчас отсутствуют по каким-либо причинам. Мы просим Тебя, Господь, благослови каждого, где бы он ни находился. Но в особенности мы просим Тебя, Господь, за тех, кто собрался в этом зале сейчас. Я прошу Тебя, Господь, чтобы особенная благодать была над их жизнью. Господи, дай сегодня пережить нечто особенное, Господи. Я верю, что у Тебя для каждого есть что-то, что сказать. Мы все время нуждаемся в чем-то, Господи. В каком-то откровении, в ободрении, Господи. И я прошу Тебя, пусть никто не уйдет без ответа из этого зала, Господи. Каждый человек, в чем он нуждается, может быть, он сам себе не отдает отчет. Я провозглашаю, что ты получишь ответ. Если тебе нужен толчок для совершения чего-то нового, я провозглашаю, что у тебя будет это. Будет ободрение тому, кому оно нужно. Будет утешение и покров для кого это требуется. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Господи, Ты источник всего. Мы смотрим на Тебя. Господи, мы просим Тебя также за всех болящих в нашей церкви, у кого есть какой-то недуг. Господь, Ты умер на кресте и победил там все болезни. Мы это приняли в свою жизнь, Господи. И мы просим Тебя, что это была реальность для каждого, у кого есть какая-то болезнь. Провозглашаем божественное здоровье в жизни людей. В жизнь каждого человека, Господь. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы была мудрость для того, чтобы не ухудшать ситуацию. Если человек, он знает, что ему нельзя что-то делать, может быть, нельзя что-то есть, нельзя где-то бегать и прыгать, Господи, дай мудрости не делать этого, чтобы не искушать Тебя, Господь. Господи, мы просим Тебя также за все церкви по Якутии, по Дальнему Востоку, в нашем Союзе и вообще в России, Господь. У Тебя одна церковь, но много поместных общин. И мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы воля Твоя, она была для каждой поместной общины. Господь, поднимай пасторов, поднимай служителей там, Господи. Те люди, которые трудятся, Ты благослови их, ободряй. И мы провозглашаем единство в Твое тело. Единство и мир, Господи. Пусть это будет. Пусть служителя и люди, они слышат голос Твой. Пусть они ставят Тебя всегда на первое место и идут за Тобой. Господи, народ сейчас не нуждается в человеческой мудрости, но нуждается в чудесах от Тебя и в Божьей мудрости, Господь. В Божьем видении. И мы провозглашаем это в жизнь церквей, в жизнь нашего народа, по всей нашей стране. Господи, мы просим Тебя за все начальства светские, за нашего мэра, за главу республики, за президента, за всех людей, которые принимают решения в эти непростые времена для нашей страны. Господи, мы просим у Тебя о том, чтобы Твоя воля, она была для нашей страны, чтобы Твоя рука, она была над ними, уберегая их от зла и от влияния дурных людей, Господи. Мы провозглашаем, что Твоя воля, она будет в нашей стране, Господи. Господь, благослови, чтобы принимались решения такие, которые будут улучшать жизнь людей на местах, что люди, они будут идти к Тебе, тянуться к Тебе. Аллилуйя, Господи. Мы просим Тебя также, Господь, за всех людей из нашей церкви, из других церквей, которые были призваны, которые сейчас находятся на войне, Господи. Мы просим Тебя, убереги их. Пусть Твоя рука, она будет над ними. Пусть они вернутся домой, живые и здоровые, Господи. Мы просим Тебя также о том, чтобы по возможности как можно быстрее все это закончилось. Чтобы был мир, Господи. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал? Аминь. Да будет так. Слава Богу. Не садитесь, давайте мы пару минут также возьмем. У нас давненько мы не делали. Я вот вижу, у нас много
У нас странно, у нас как-то людей количество не увеличивается, но постоянно происходит какая-то ротация. То есть такое чувство, что все ходят по очереди, раз в месяц там или как-то. Опять давно не виделись, давайте мы подойдем. Если вы не видели человека давно, подойдите и скажите что-нибудь приятное, благословите кого-то, обнимите кого-то. Если видите первый раз, тоже что-нибудь скажите. Вон у нас сестры пришли. И пока все это происходит, дети, уже можно выйти сюда. Детки, выходите сюда, пока мы все приветствуем друг друга. Вставайте возле сцены. Мы также помолимся за вас, благословим вас. Хорошо, проходите. Давайте мы помолимся, благословим наших детей. У нас добрая традиция. Тоже интересно, у нас дети почти все время все разные. За редким исключением. Вы знаете, зачем и почему мы это делаем, да? Жизнь и смерть во власти языка. Нам, как верующим, дана власть в этом мире. Давайте мы их благословим. Господь, благодарим Тебя за каждого подростка, за каждого ребенка, который находится здесь, в нашем собрании. И мы просим Тебя, Господи, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Всяким Твоим благословением. Господи, прежде всего, крепким здоровьем, стойкостью духа, твердостью, Господь, характера. Господь, благослови, чтобы каждый из них вот эту предстоящую весну, пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной. Мы просим Тебя, Господь. Пусть все вирусы, все простуды, они пройдут мимо. Даже если у школьников весь класс он будет болеть, я провозглашаю, что ты болеть не будешь. Во имя Иисуса. Господь, просим Тебя, чтобы Твоя рука, она была над ними, уберегая их от зла во все дни их жизни. Господь, окружи их хорошими людьми, которые будут оказывать хорошее влияние на становление их как личности, на формирование их характера, Господь. Пусть у них будут такие люди рядом, с которых они будут брать пример, положительный пример, Господь. И я прошу Тебя, Господи, пусть уже сейчас они познают Тебя, пусть раскрывается им Твоя личность, Господь, что Ты великий Бог, Бог чудес. И я прошу Тебя, Господи, пусть в их жизни будут чудеса. Господь, пусть они слышат Твой голос, пусть они получают ответы на Твои молитвы, чтобы их жизнь она была полна сверхъестественного, Господи. Во имя Иисуса я просто провозглашаю это. Дети, если вы чего-то очень хотите, у вас есть Отец, которого можно просить, Небесный Отец. И написано, что Он слышит вас, и Он отвечает на молитвы. Поэтому просите. Открывайте перед Ним свои желания. Аллилуйя, Господи. Пусть так будет. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. И давайте мы еще для Диму помолимся, просто особенно я нуждаюсь. Что-то он как-то болеть начал часто, да? И сейчас что-то у него голова болит. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господь. Господь, просим Тебя, благослови, как мы его сейчас благословляем. Мы запрещаем всякой болезни, всякому недугу. И просим Тебя, Господи, укрепи его иммунитет. Господь. Аллилуйя. Пусть у него будет крепкое здоровье. Господи, дай ему также мудрости. Просто не усугублять какие-то вещи. Чтобы неполезные штуки он ел полезное, укреплял свое здоровье. Господь. И благослови его также духовно. Господи, пусть будет всегда хорошее настроение, радужное. Пусть улыбается и смеется. Провозглашаю радость в его жизни. Аминь. 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 Слава Богу. Да, слава Богу.
ушли, у нас все сели. Слегка пыль такая висит, как будто мы на улице, да? У нас есть немаловажная часть служения, это десятины и пожертвования. И если вы что-то приготовили, давайте мы сейчас это будем делать. Если вы первый раз в церкви, вы не понимаете, зачем это, я вас призываю просто не делать ничего такого, чего вы не понимаете. Просто не переживайте, сидите спокойно, дышите ровно, все хорошо. Это не поборы. Дмитрий Петрович, можно вас? 3 ведра вот этих только. И также, да, вот у нас есть номер карты. Пожертвование можно делать в электронном виде. Пусть Господь Он благословит каждого, кто дает. Вы не вставайте, я помолюсь. Господи, я благодарю Тебя вообще за каждого человека, который когда-либо жертвовал, хоть что-то давал когда-либо на Твое дело, в Твою церковь, Господи. И мы просим, Господь, благослови. Благослови обильно, чтобы просто всегда было что давать, чтобы не оскверевала рука, чтобы дом он всегда был полон. И полон не только в финансовом плане, но чтобы был полон радости, счастья, полон гостей, полон детей. Я провозглашаю, пусть будет жизнь, Господь. Благослови, благослови каждого. Аминь. Аминь. Еще раз я рад вас всех видеть, приветствовать. И можно попросить, если вы были на семинарах вот в предыдущие 2 дня, поднимите руку, пожалуйста, если вы присутствовали. Хотя бы на одном. Где-то половина зала. Все у нас как-то вот так. У нас опять прохладно стало на улице. Но меня очень радует, что у нас тепло в зале. Да, у нас первая зима, по-моему, такая, когда нам прям вообще жарко. И у нас даже котел не на полную мощность работает. Представляете? То есть его еще и убавлять надо. И сейчас тоже надо убавить. Я никак не могу нарадоваться этому, что мы наконец-то победили вообще это отопление. У кого частный дом, вы, наверное, понимаете меня, да? Что отопление это просто и вообще работа, она никогда не заканчивается. Как только ты что-то заканчиваешь одно, нужно уже начинать сначала, потому что уже что-то произошло и нужно что-то ремонтировать. Или еще что-то, тем более, да, пусть Господь благословит каждого, кто дает. Всегда есть нужды какие-то. И вы знаете, вы уже были на семинарах, у нас гости находятся здесь, да? И я бы хотел еще раз представить, это Александр Ким с Владивостока, Саша, и его супруга Анна Рысматовна, которая сегодня будет проповедовать. Рад вас видеть, добро пожаловать. Вот, и я надеюсь, они уедут счастливые и довольные. Спасибо всем, кто принимает их, оказывает какое-то внимание и показывает наше северное гостеприимство. Прежде чем я передам слово, у меня есть маленький такой комментарий. Кто был на прошлом собрании? Кто помнит, о чем была проповедь? Мы говорили, помните, стоять твердо на своей вере, на каких-то принципах. И был такой пример, я приводил, да, помните, хоккеист русский играет в Северной Америке, в НХЛ, и Иван Проворов, да, он отказался выйти в свитере в радужном на тренировку, да, в поддержку ЛГБТ. И он был один-единственный из команды, и что вся пресса официальная как бы на него накинулась, такое чувство, что это новость номер 1 была в Америке. И редкие голоса, да, кто там один-единственный телеведущий за него заступился, назвал его героем. Это оппозиционный канал Fox News, который за республиканцев, так скажем, в оппозиции сейчас действующей власти. Вот, и мы как бы коснулись, это был как пример, что, помните, да, у него брали интервью, мы как бы немножко смотрели, и очень корректно ответил, и его спрашивали, он говорит, что я уважаю всех, выбор каждого, и мой выбор это оставаться верным себе, своей религии. И больше у меня не будет никаких комментариев на эту тему. И когда его спросили, какая ваша вера, он говорит, что русская православная. И потом его пытались какие-то еще вытянуть, и он сказал, вы слышали, что я сказал? Вы можете уважать мой выбор? Больше не давал никаких комментариев.
И вы помните, да, что кто-то призывал выгнать его из страны, пусть катится куда там это. И всякое такое вот было. Кто-то предлагал оштрафовать его клуб, лигу, там на миллионы долларов. И я к чему это, вы знаете, я после собрания прихожу домой. В этот же день я читаю, смотрю просто новостную ленту какую-то, и новость идет, что клуб Нью-Йорк Рейнджерс, это, соответственно, клуб из города Нью-Йорка, один из самых старейших и уважаемых клубов в лиге, в НХЛ, в хоккейной. Команда в полном составе отказалась выйти на тренировку вот в этих радужных свитерах. И они не стали давать никаких комментариев, чтобы их, наверное, не затоптали, они сказали, комментариев никаких не будет, но полностью вся команда, она вышла. И я хочу вам, знаете, сказать, что до этого они 7 раз участвовали, 7 или 8 раз вот в подобных тренировках, и ни у кого никаких вопросов не возникало. И они, конечно же, не говорят, что потому что это был пример там, вот, какого-то русского парня, но я думаю, что это очевидно. Знаете, помните, мы говорили, что, как правило, очень часто ты оказываешься один. И что тебе приходится стоять за те принципы, за свою веру, и нет никого, и должен быть кто-то первый. Ну, посмотрите, все увидели, так можно было, что ли? Так можно и не выходить? Можно не соглашаться со всей этой повесткой? И вся команда в полном составе, они просто отказались. И я верю, что может быть, знаете, такое хорошее начало, такой положительный тренд вообще, может быть, будет смена всего, потому что люди, в том числе и на Западе, они понимают, что вообще куда катится этот мир и почему мы пляшем под их дудку. Потому что вы понимаете, что среди хоккеистов, вот людей из ЛГБТ и болельщиков, которые ходят, если там они и есть, но это мизер. И тем не менее, они прогибаются под это. Вот. Ладно, я просто хотел вас, знаете, такой пример, как ободрение, потому что я удивился. И началось всего просто с одного парня. Не звезда. Звезда, но не такого мега масштаба, вы знаете. И он рисковал и потерять работу, и в зарплате, еще чего-то. Но вот он не пошел на компромисс со своими принципами, со своей верой. И это поменяло общий тренд. Он повернул просто все вспять. Началось все с него. Поэтому я хочу, чтобы для тебя это также было ободрение. Но, внимание, мы говорим про веру, про убеждение. Если ты начинаешь заниматься какими-то политической деятельностью или еще чем-то, просто не нужно путать теплое с мягким. Да? То есть мы не идем, и если ты там кричишь, что долой власть, и говоришь, когда тебя хватает полиция, что я страдаю за Евангелие, я хочу тебе сказать, это не за Евангелие, это за твою глупость, или там еще что-либо, это за политические убеждения, так скажем. Аминь. Давайте мы поприветствуем Анну Русматовну, потом не будем затягивать, я передам микрофон. Слава пусть Иисусу принадлежит. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы славим Тебя, Господь, и превозносим. Ты великий. Мы прямо сейчас смиряем свои души, свои сердца смиряем, Господь, свой разум, интеллект, Господи. Все пусть служит для того, чтобы прославлялся Ты. Отец, мы когда-то добровольно, чистосердечно решили идти за Тобой, Господь. И мы благодарны, что мы выбрали Тебя, что сегодня мы не язычники, что сегодня мы не какие-то идолопоклонники, а мы дети Твои. Мы благодарим Тебя, Отец наш. И Ты сегодня ключевая личность здесь, Господь. Это собрание ради Тебя, Бог. Мы пришли, чтобы размышлять над своей судьбой, над своими поступками, мыслями, Господь, исследовать Твое Слово. И пусть Твой Дух Святой в этом потоке, Господь, Он движется и меняет наши сердца. Мы благодарим Тебя, великий наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие, когда я слышу, я приезжаю в Неринг иногда, и чаще к вам, и когда вижу, слышу прославление на вашем национальном языке, вы знаете, у меня постоянно слезы радости, просто я не могу сдержаться. Это какое-то невероятное в моем сердце происходит, какие-то чувства такие. И я сегодня поняла, это радость от того, что
и русские, и якуты, и вообще все народы когда-то перестали быть язычниками и сказали Господу «да». Я из такой, в моей крови течет микс, я наполовину киргизка, наполовину кореянка. Корейцы были такими же язычниками, как и якуты, как и буряты. Язычники, корейцы, это шаманизм, вот древняя Корея, это все шаманизм и вот такое глухое, такое темное язычество. Но когда-то в Корею пришел Христос через миссионеров, когда-то в Якутию через миссионеров пришел Христос. И сегодня мы пели «Слава, слава Иисусу», и, вы знаете, мое сердце наполнялось радостью, что сегодня многие народы открыты для Христа. Это благословение, что сегодня мы не поклоняемся каким-то идолам, не кормим огонь. Вы знаете, у корейцев такая нехорошая такая традиция есть похорон. Они поклоняются мертвому телу. Ставят в главное место тела, кладут усопшего и поклоняются ему все. Вот такой глубокий поклон прямо до земли. На корточки садятся, на колени. И вот несколько раз это делают. И когда ты становишься христианином, тебе нужно очень серьезно преодолеть вот давление корейского клана. Я думаю, якуты тоже с этим сталкиваются, да? Когда взрослые люди, старшие, они давят на тебя и принуждают тебя исполнять вот эти языческие обряды. Это очень серьезный такой переход, когда якут, бурят, вен какой-нибудь, кореец, да, или человек из ислама переходит в христианство. Это очень серьезный такой шаг. И это может сделать действительно такая личность, которая разочаровалась во всех ориентирах жизненных. И тогда уже вот в такой момент кризисный тебе все равно, что скажут люди из твоего клана или твои близкие родственники, которые вчера еще были для тебя авторитетом. Ты можешь с ними не сталкиваться лично, но ты выбираешь путь Христа. И это очень важно, дорогие. И когда сегодня я опять я стараюсь петь на якутском языке, у меня, конечно, плохо получается, слава Богу за проектор. И это такой очень сложный язык. Очень сложный язык. Невозможно выговорить некоторые слова, но вы знаете, сегодня я получила понимание, почему у якутов такой сложный язык. А с простым языком невозможно жить в таком регионе. Правда. Невозможно выжить в таких экстремальных условиях. Невозможно просто пережить эту 9-месячную зиму, когда нет солнца и так далее, когда ты должен маленькими перебежками по городу двигаться, где-то отогреваться. Наверное, если бы был какой-то проще язык, наверное, здесь бы был другой народ с более сложным языком. Поэтому я получила сегодня вот такой инсайт, что у якутов такой сложный язык, именно поэтому они могут и жить. Очень много ученых имеют такое понимание, что язык определяет харизму, силу, выживаемость. И, знаете, вот основные такие маркеры общества. Именно язык определяет культуру, направление и движение какой-то нации или какого-то народа. И я где-то с этим согласна. Поэтому делаю вам комплимент, что действительно не каждый народ может выжить в таких условиях. Дорогие, я сегодня буду говорить о очень интересном явлении. Или как сегодня есть такое слово, которое синоним слова явление, это феномен. Да? Буду говорить о феномене, который присутствует в каждом государстве. И этот феномен, вы знаете, он на самом деле такой показывает, отпечатывает настроение общества и настроение вообще в социальной среде. Также этот феномен, если выходит из-под контроля, представляет угрозу общества в том числе. И власть постоянно сдерживает развитие или какие-то события вот в этом явлении.
И поэтому у власти всегда есть органы, которые могут сдерживать проявление этого феномена. Это силовые структуры, полиция, Росгвардия, армия и так далее. Это феномен толпы. Это феномен толпы. Я буду говорить сегодня о толпе, о мышлении толпы и христианине. Как ему не увлечься вот этой парадигмой мышления толпы. Итак, толпа есть мощный социальный феномен. Толпа может быть управляемая, может быть стихийная, созданная, да? Специально, допустим, созданная толпа, допустим, сегодня через сеть интернет можно на каком-то канале, в каком-то чате создать какой-то прецедент и сказать, давайте выйдем и сделаем флешмоб, например, безобидное, да, явление. Флешмоб – это когда все вместе на камеру делают какой-то социальный проект, танцуют, либо что-то раздают, либо в каких-то национальных костюмах, допустим, пироги национальные раздают. Это тоже одна из частей вот такого явления, как флешмоб. И флешмоб такое современное ноу-хау, когда молодежь или взрослые, они могут заявить о каких-то культурных ценностях, либо о какой-то такой мирной акции заявления может проявляться. Это даже впечатляет, и это очень интересно. Но толпа может проявляться и по-другому. Толпа может проявляться и по-другому. Мы знаем, это манифестации, митинги, через какую-то там площадку оппозиционную. Иногда толпа может раскачать какие-то политические, да, опоры государства, и таким образом происходят революции. И вот существуют целые такие, как сказать, отделы, что ли, в науке, например, социология, культурология, и историческая наука, и антропология, которые изучают, друзья, феномен толпы. Впервые вообще о мышлении толпы, о ее направлении, о ее движении, о харизме, которая находится внутри толпы, в XIX веке впервые проговорил французский психолог, социолог, он врач, антрополог, историк. Его звали Гюстав Le Bon. То есть это европейский французский ученый. И он изучал вообще социальные феномены и написал величайший труд, который называется «Психология масс». Вы знаете, он издается на многих языках мира, и в России тоже несколько переизданий было. Почему? Потому что, например, выпустят эту книгу в размере 1000 экземпляров, ее быстро с полок раскупят, потом какое-то издательство выпускает еще, допустим, 10 000 экземпляров, и за несколько лет и опять эту книгу раскупают. Почему? Да потому что это очень интересный такой объект изучения, объект внимания, и многие студенты пишут с помощью этой книги, и, конечно, были люди, которые на основании этой книги стали изучать вообще принцип, да, психологии массы. И я собрала несколько таких признаков, как мыслит толпа и что там внутри ее творится, какое у нее настроение. Но перед тем, как мы перейдем к изучению феномена толпы, я хочу обратить ваше внимание на такой общеизвестный факт, что Иисус очень часто оказывался в огромной толпе. В огромной толпе. И эта толпа была не 100-200 человек, а несколько тысяч. Давайте мы прочитаем пару мест Писания. Первое место — это Матфея 9 глава, 36 стих. Матфея 9 глава, 36 стих. У вас на экран выводится, да, текст? Выводится. Хорошо. Если вы не включили свои Библии или не открыли бумажные, тогда смотрим на экран. Я прошу, чтобы вы все вместе могли окунуться в эту атмосферу, в которой нас ведет апостол Матфей. Итак, Матфея 9:36. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Смотрите, здесь написано, что видя толпы народа. Мы не знаем, сколько здесь было.
500 человек, 1000, а может быть 3, а может быть 5. Потому что в некоторых местах Писания мы видим, что Иисус накормил 3000, 4000 людей, когда Он заканчивал проповедовать. Луки 12 глава, 1 стих, давайте посмотрим. Луки 12 глава, 1 стих. Луки 12:1. И опять внимательно читаем. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Первую часть стиха прочитаем до запятой, до второй запятой. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга. Посмотрите. И вот такие массы людей окружали Иисуса Христа. И мы не знаем, какой состав был этих людей. Да? Мы так, по очень скудным текстам Писания, мы можем просто сказать, что это был разношерстный социум. Там были люди, возможно, ученые, образованные, были простолюдины, были рабы, были, может быть, преступники, и были люди, как мы говорим, за гранью социальной жизни. Это были, возможно, асоциальные люди. Возможно, это были люди, которые вообще все потеряли. Возможно, скрывались от кого-то. Но все вместе эта масса составляла вот такую многотысячную толпу. Написано тысячи, не написано 1000 человек. Вы знаете, толпа. Вот если теперь я хочу рассказать вам о признаках толпы. И социологи, исследуя этот феномен, они приходят к выводу, что толпа, она имеет свою жизнь. Представляете? Она движется, качается, куда-то идет, потом меняет направление, может зайти в какой-то переулок, как это случилось недавно в Корее. Помните? Недавно в Корее во время Хэллоуина погибло 153 молодых человека. И среди них было много иностранцев, в том числе 4 наши россиянки, девушки. Они погибли, потому что вот эта многотысячная толпа зашла в узкий переулок 4 метра шириной, и который там сужался, и еще чуть-чуть там то ли скат был, то ли подъем. Вот такой был переулочек. И вот эти тысячи поперли туда, потому что кто-то крикнул в толпе, что там есть какой-то их поп-кумир. И потом тела этих детей, растоптанные, задушенные, искалеченные, получили родители. Вот что делает толпа. Она живет своей жизнью. Ты не хочешь быть там, ты уже понял, что это опасно, но тебе очень сложно вылезти оттуда. Потому что толпа задает направление. Толпа задает направление. И дальше. Значит, признаки толпы. Первое. Толпой называется массовое скопление людей, поэтому толпа имеет фактор многочисленности. Дальше. Она имеет высокую эмоциональную возбудимость. Высокую эмоциональную возбудимость. Дальше. Она легко подвергается психическому и психологическому воздействию. Толпа не рассуждает, она не обсуждает. Она просто движется вот в этом высоком градусе эмоционального возбуждения. Далее. Она не стремится к истине и к правде. Вы знаете, толпа моделирует свое поведение на поверхностных каких-то установках. Она не думает о истине. Правильно сейчас делает? Неправильно. Далее. Она отворачивается от очевидных вещей, предпочитает заблуждения и иллюзии. Все накачаны адреналином. В толпе повышается степень заражаемости идей. Если человек выйдет из толпы, или, например, стоит вдали от толпы, у него индивидуальные личностные ценности доминируют в этот момент, понимаете? Но когда он заходит в толпу, редко кто начинает понимать, что творится. В основном
из-за вот этой высокой степени возбудимости все прокачиваются какой-то поверхностной и чаще всего ложной идеей. Может быть, даже которая несет опасность в себе. Толпа всегда категорична в своих суждениях. Она готова подхватить любой крик. Например, наши бьют, кто-то крикнет, и у мужчин сразу зачешутся кулаки, понимаете? Или кто-то крикнет: «Держи вора!» И на кого покажут пальцем, все подумают, что это вор. И могут избить человека до изувечья. И также очень интересно, как меняется личность под воздействием толпы. Мы уже сказали, что когда человек стоит отдельно от толпы, он сохраняет свою индивидуальность. Он мыслит адекватно, он не мыслит стереотипами, шаблонами поверхностными, понимаете, да? У него есть ценности, и он готов защищать эти ценности. Но как только попадает в толпу, заражается эмоциональным накалом толпы, у него отключается критическое мышление. Критическое мышление перестает работать, у человека блокируется чувство самосохранения, чувство безопасности, и он входит вот в этот общий раж. Самоконтроль тоже отключается. Но под влиянием вот этого настроя, да, у него обнаруживается склонность к цинизму, к агрессии, склонность к произволу и буйству. То и к таким поступкам, которые он бы ни за что не сделал, находясь вне толпы. Вот такое, я вам скажу, магическое влияние имеет массовое сознание на индивидуума, на отдельного человека. И в голове у человека в толпе сочетаются, очень свободно, сочетаются легко несоединимые образы и модели поведения, которые он бы никогда не смог сочетать, находясь отдельно от толпы. Вот что происходит. Какая серьезная психологическая трансформация мышления. Подавляется чувство ответственности. Человек не думает, что, допустим, может быть уголовное преследование, или не думает о том, что он здесь может покалечиться в этой толпе. И вы знаете, что подчеркивают исследователи? Они говорят, появляется феномен коллективной души, а своя собственная душа теряется в толпе. Вы представляете, друзья? Это вот недавно такое исследование, что появляется вот эта массовая душа коллективная, да? И твоя душа теряется в этот момент. Потом, когда ты выйдешь из толпы, выскочишь, слава Богу, если живой останешься, ты потом будешь размышлять, что с тобой случилось. И ты будешь понимать, что с тобой произошло что-то невероятное. Ты как будто попал в гипноз. И очень легко, когда ты попадаешь в толпу, принести в жертву свои личные интересы, принести в жертву интересам толпы. И вот я размышляю сегодня. Конечно, мы сегодня не пойдем в толпу. Мы как-то более-менее адекватные, да? По крайней мере, нам так кажется. Мы себя позиционируем как более-менее зрелыми, да, и адекватными людьми. Но, вы знаете, я прихожу к такому заключению, что мы не понимаем, как вовлекаемся вот в это мышление толпы. Почему? Потому что мы сегодня не в толпе физически, но мы в толпе. Потому что мы имеем мышление толпы у себя на ладони. Это социальные сети или интернет. То же самое, только нет физического присутствия толпы. Вот этого ощущения давят на тебя, да, сдавливают ребра, или куда-то ты не хочешь, ты обратно идешь, а тебя все равно
задом, ты пятишься, и толпа своей силой ведет тебя куда ей нужно. У нее своя жизнь, мы говорим. Но сегодня, дорогие, я прихожу к выводу, что мы заложники этого массового мышления. Когда мы просыпаемся утром, что делаем мы в большинстве своем в первую очередь? И что там происходит? Там тоже есть лидеры мнений, там тоже есть выкрики, лозунги и есть свои доктрины, как и в любой физически реальной существующей толпе. Где сегодня в современном мире мы встречаемся с психологией масс? Именно в наших гаджетах. Именно в наших гаджетах. И, конечно, это немножко другое, но суть та же. И вот этот поток информации, поток мнений, лидеров мнений, блогеров, каких-то каналов тематических, как правило, оно выносит нас на их поле мнений. Понимаете? На их поле. И вопрос возникает, как мы смотрим соцсети? А второй вопрос, как мы смотрим? Углубляемся туда, начинаем комментировать. И если мы комментируем, позволяем себе комментарии, то какие комментарии от нас исходят? И для чего мы просматриваем сегодня соцсети? Что мы делаем? Если мы авторы каких-то каналов, какая цель у этих каналов? Мы также заражены, как и вот эта вся масса, которая наполнен интернет, мы также заражены их идеями, или мы можем дистанцировать себя от этих идей. Что ведет нас туда, в соцсети? Мы хотим там влиять, или мы просто попадаем в течение этой толпы и отдаемся во влияние одного или другого канала или блогера? Это просто вопросы, которые хочется сегодня задавать мне, себе, и я хочу вместе с вами размышлять над этим. Размышлять. Зачем мы идем в соцсети? Мы ищем сенсации. Чем жаренее, тем лучше. Жареные факты — это то, через что всегда действует определенный круг людей, СМИ в том числе. А может быть, мы идем за острыми ощущениями? И это тоже путь, чтобы, или причина, чтобы быть там. Может быть, мы просто отдыхаем, снимаем стресс, отвлекаемся и поэтому серфим наши страницы в соцсети. Или просто коротаем время. Например, в поликлинике сидим в очереди, или в машине кого-то ждем. Что нам делать? Конечно, можно посмотреть, у кого какие новости. А может быть, мы там самоутверждаем свое тщеславие. И постим какие-то фотографии, хвастаемся, что мы едим, где гуляем и так далее и тому подобное. Помните, что тщеславие является одним из 7 пороков, которые определяют католические богословия. Там, допустим, переедание, и тщеславие в том числе, гордость, высокомерие. Это просто вопросы, на которые, я думаю, христианину нужно знать ответ, задавая своему сердцу. И сегодня нас, вы знаете, очень сильно окучивают. Очень сильно. Я говорю не нас, христиан, не направлен какой-то блогер или какой-то канал конкретно на разрушение христианства. Да нет, конечно. Просто нам диктуют доктрины. Нам указывают, какой должен быть стандарт красоты сегодня у женщин. Какое физическое тело должно быть у мужчины. Нам уже, как говорится, убедили, что женщина не должна стареть. Если вы стареете, это не топ, это не тренд. Надо оставаться где-то в возрасте 40 женщина должна застыть, понимаете?
Да. Если у вас морщины, и вы нарожали кучу детей, и у вас просто климакс, и вы начинаете полнеть, это сегодня как-то не очень хорошо. Это внушили мужчинам, внушили женщинам, и у женщин страх. И у мужчин тоже страх. А потому что, знаете почему? Потому что со всех щелей говорят об успехе. Если у тебя не крутая машина, ты не построил дом или там не имеешь недвижимости много, ты как будто неудачник сегодня. И у тебя нет бизнеса и так далее. Понимаете? Внушили, что стандарт человека, какой он должен быть. И это все делается через прокачку умов людей. Вопрос. Для чего? А потому что сегодня мир играет на слабостях человека. Понимаете? Мир раскачивает в нас похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Нас увлекают вот сюда, на это поле, перетягивают, чтобы мы прониклись этими идеями. И вы знаете, мы говорили, что толпа живет своей жизнью. Ты попал в толпу, ты не хочешь, но ты вынужден идти, потому что это масса. Ты, как индивидуум, отдельная личность, ты не можешь противостоять. Тебе нужно действительно иметь сильные духовные ориентиры, чтобы сказать: ребята, я с вами не в одной упряжке. Это такие мысли, которые вот в последнее время наполняют мое сердце. И если раньше, например, послушав кого-то, посмотрев кого-то, хочется сразу так делать, сейчас, наверное, важное слово вот в этом потоке информации, вот в этой толпе, которая напирает, она у тебя повсюду, через телевизор, через планшет, через телефон, да? Ты только одним касанием пальца ты находишься в гуще этой толпы. Особенно, когда ты читаешь комментарии. Вы знаете, я задумалась, когда началась спецоперация, и потом, когда открылись каналы в Телеграме, я подписалась на несколько каналов, которые давали жареные факты прямо с военных там полей. И я стала вторичной жертвой. Вы знаете, что такое вторичная жертва? Пережила это во второй раз. Впервые со мной это случилось, когда произошли события в Беслане. Есть первичные жертвы, которые пострадали прямо во время вот этого теракта. А когда ты читаешь, исследуешь, смотришь фотографии, ты начинаешь в это вовлекаться, и ты начинаешь страдать, как будто ты там был. И как будто ты потерял ребенка. Это называется феномен вторичной жертвы. И когда случилась спецоперация, я стала... А там, знаете, все без... Ну, подскажите. Без цензуры. Все фотографии, да, там ничего не... И вот эти все трупы, солдаты, смерти и так далее. И я смотрю, и мужу рассказываю, муж говорит: зачем ты это смотришь, прекрати. И я еще дня два как-то посмотрела, а потом думала: нет, надо мужа слушаться. И вышла из этих каналов и стала размышлять. И, вы знаете, мне попался потрясающий стих. Читайте Библию, друзья. Читайте Библию. Исход 23.2. Исход 23.2. Давайте посмотрим. Исход 23.2. Мы прочитаем первую часть стиха. Очень сильно. Написано так: не следуй за большинством на зло. Вы знаете, этот стих, он мое сердце просто пронзил. Не следуй за большинством на зло. И вот когда ты открываешь любой канал, где не христианский контент, да, или необразовательный контент, ты открываешь какие-то новости, ты должен знать, что там, возможно, тебе не нужно быть. Потому что написано так: не обманывайтесь, да? Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33, давайте откроем. 1 Коринфянам 15:33. 1 Коринфянам 15:33. Написано так:
Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Вот в сети любой канал, любой сайт может стать худым сообществом для нас. Поверьте, друзья. Он может так увлечь нас своей идеей, и она будет просто захватывать наше сердце. И мы там уже, внутри этой идеи, мы не заметим, как мы легко можем поступить со своими ценностями. Потому что там делают все, чтобы ты много раз заходил на этот канал, много раз тыкал пальцем на этот сайт и был там, участвовал в комментариях и так далее, и создавал вот эту аудиторию. 34 стих, здесь же, Коринфянам 15:34. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Вот действительно, Павел знал, что худые сообщества развращают добрый нрав. Какой бы ты не был прокачанный христианством, Христом, но если ты долго, постоянно позволяешь себе находиться вот в этой конгломерации, в этом сообществе, твои добрые нравы потихонечку будут градус понижаться, поверьте. Ты не сможешь противостоять этому. Какое-то время, да, ты будешь критиковать, исследовать и так далее, смотреть, но если ты дольше будешь оставаться, Библия всегда правее нас. Не обманывайся, худое сообщество все равно тебя перетрансформирует, перезагрузит, перепрограммирует. Еще Екклесиаст в 1 главе 8 стихе сказал так. Ой, нет, не будем это место читать. Не будем читать, да. Другой стих. Притча 27:12. Притча 27:12. Написано так. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Благоразумный видит беду и укрывается. Вот укрыться — это просто выйти из этого канала, просто перейти на другой канал, может быть, более такой безопасный, да, перейти на другой сайт и так далее. И вот современный такой посыл очень сильно идет из всех этих сетей. Знаете, какой? Цени материальное выше духовного. Цени материальное выше духовного. И цени временное выше вечного. Живи здесь и сейчас. Вот сейчас есть такой в топе такая фраза: в моменте, используй момент, живи в моменте, лови момент, оседлай волну, оседлай момент, понимаете? То есть вот в этом моменте прояви себя, да, я согласна, надо жить здесь и сейчас надо действовать. Я, наверное, очень много про это могу говорить. Не упускай время, дорожи временем, потому что дни лукавые, да? Ленивый это сделать, то сделать, смотришь, уже жизнь прошла. Библия очень много про это говорит, когда человек не ценит время как невосполнимый ресурс. Но это не о том. Это говорится о том, что наслаждайся сегодняшним моментом и не думай, что будет завтра. Вот как раз таки христиане, они, оседлав сегодняшнее время, момент, понимая, что сегодня надо провозглашать истину, они как раз таки о будущем задумываются. И вот как нам не стать частью вот этого феномена психологии масс? Как нам не стать ведомыми? Как нам иметь свою точку зрения? Не потерять свои ценности? Чтобы у нас их никто не украл, либо мы сами добровольно их не раздали куда-то и не поменяли. Вы помните, есть удивительная история, когда в моменте, вот как раз таки в моменте, человек хотел в моменте получить важное для него. Это Исав. Вспоминаете? Исав очень сильно проголодался. Он пришел там где-то, то ли работал, то ли охотился. Вот он приходит, и
у него руки трясутся, может быть, сахар поднялся. Да? Но вы знаете, был момент, ему было все равно. Вечному он предпочел вот это временное, сейчас набить желудок свой. И он говорит, и он увидел, что его брат готовит какую-то еду, там, чечевицу. Чечевицу недавно дома готовила, и думаю, это же вот и самопохлебка, и самокаша. Но вкусная каша. И он говорит, дай мне. А брат ему говорит, и вы знаете, брат, он почувствовал, что сейчас время забрать то, что не ценит его старший брат. И он говорит, давай, я тебе дам твое временное, то, что ты просто сейчас насытишься, но через час ты опять будешь голодный, или через 3 часа. Да? Дай мне, давай, поменяемся. И он сделал бартер. И получил вечное, что нетленное. И поэтому сегодня не упоминается патриархом Исаак, а употребляется Иаков. Посмотрите, как интересно. Вот человек поймал момент, как раз таки. Он жил, как сегодня говорит общество. Лови момент, используй этот момент. И как нам сегодня преодолеть мнение толпы и остаться со своим мнением, со своими ценностями, чтобы мы дистанцировались от вот этого движения. Как? Первое, друзья, нам надо иметь критическое мышление. Первое, имей критическое мышление. Не будь критиканом, а имей критическое мышление. Это немножко разные вещи, если что. Критикан — это тот человек, который видит только плохое. Люди сделали здесь, например, что-то хорошее, а он говорит, вы вот это неправильно сделали, вот это неправильно сделали, вот это неправильно сделали. Он не подхватит, он только видит какие-то неточности, несоответствия. А критическое мышление — это когда ты взвешиваешь, ты включаешь логику, разум и используешь это, и взвешиваешь. А что будет потом? А нужно ли мне это? И так далее. Ты не улавливаешься просто чьим-то мнением. Включай критическое мышление. Взвешивай. Рацио должно быть у нас. Выгодно тебе, невыгодно. А нужно это или не нужно? Принесет это пользу или нет? А что потом у меня будет с сердцем, если я так скажу или так поступлю? Понимаете? Или это куплю, или это продам? Думайте. Конечно, не всегда мы здесь на высоте. Но чем больше мы будем задумываться о том, какие последствия повлекут в нашей жизни придут, если мы будем идти за толпой, за этим мнением, тем лучше нам будет. Имей библейский фильтр. Как оценить чье-то мнение? Даже в церкви, друзья. Даже в церкви. Как понять, верно это или нет? Смотри Библию, сравнивай все с Библией. В Библии, поверьте, есть ответы на все вопросы. Некоторые говорят, но в Библии нет понимания или что-то, ничего не говорится об информационных технологиях, о гаджетах. Но там много говорится о душе человека. И поэтому человек может взвешенно подойти и понять, что Бог хочет для твоей жизни в отношении современных технологий в том числе. Чтобы тебе не идти за толпой, выстраивай границы между собой и мнением блогеров или каких-то других влиятельных людей. Делай выводы, всегда владей собой. Не будь ведомым, а веди сам людей. Если ты христианин, умей сам становиться лидером мнений. Аминь. Становись сам лидером мнений. Если тебе не нравится чье-то мнение, значит, транслируй свое мнение. А для того, чтобы транслировать свое мнение, расти духовно, расти как личность, интеллектуально и в других сферах развивайся, чтобы быть лидером мнений сегодня, а не увлекаться чужими мнениями. 1 Иоанна 2 глава, с 15 по 17 стих прочитаем. 1 Иоанна 2 глава, с 15 по 17 стих.
Апостол Иоанн жил 2000 лет назад. Но как он точно сегодня посылает нам эти слова? Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Так написал, как будто сегодня это актуально. Понимаете? Не то, что как будто, оно актуально сегодня. Потому что мир не изменился. Человек остается таким же. У него те же грехи, те же пороки и та же душа. Ничего нового нет. И дальше 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Посмотрите, а как универсальное послание библейское, а как оно актуально сегодня? Вторая, скажем так, да, позиция, чтобы не увлечься толпой. Первое, значит, имей критическое мышление и все сравнивай с Библией. А второе, держись мудрых людей. Это очень хороший навык. Это очень хорошая привычка, когда кто может держаться мудрых людей? Кто может держаться мудрых людей? Как вы думаете, гордый человек может дружить с мудрыми? Он очень самодостаточный. Он всех считает глупыми, необразованными, ниже и так далее. Гордый человек, заносчивый, высокомерный, ему очень сложно признать в людях мудрость. Но Писание говорит, чтобы мы держались наставников наших, пасторов наших, служителей, чтобы мы рядом с мудрыми находились, чтобы мы могли иметь людей, к которым можем обратиться за советом. Притча 13:20. Давайте прочитаем. Притча 13:20. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Вот такой стих нам. Вот такой стих нам посылает Соломон. Если мы будем иметь критическое мышление, если мы будем держаться мудрых людей, сами будем развиваться, сами не будем увлекаться толпой, а будем создавать мнение в этом мире, да, то мы можем, друзья, избежать вот этого феномена толпы и можем иметь свое собственное мнение, которое не растворится и не уведет нас куда-то в крайности. Желаю нам всем, чтобы мы были людьми, у которых есть собственные ценности, у которых есть личное мнение, у которых есть духовность, и мы не готовы эти личные ценности поменять просто потому, что там ажиотаж, просто потому, что там модно, просто потому, что это делают все сегодня, понимаете, да? Чтобы это утверждалось в нас. И иногда придется преодолеть действительно серьезный прессинг, потому что мнение людей очень часто авторитетных, влиятельных, и, может быть, от них зависят какие-то наши социальные выгоды, даже придется преодолеть мнение и давление таких людей. Но невозможно это сделать, если внутри у тебя нет утвержденного стержня духовного. Ты всегда проиграешь, ты поступишься, ты можешь поступить как Исав и обменять чечевицу на вечные какие-то ценности. Давайте встанем и помолимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за Твое Слово, за Библию, которую мы, изучая, можем делать выводы. Спасибо Тебе, Господи. И благослови всех нас, чтобы мы были мудрыми, держались мудрых людей, держались Слова Твое, Господь, чтобы внутри заботы христианства нашего вырастал стержень, чтобы мы могли быть христианами, которые имеют свое мнение, которое это мнение укореняется в Твое Слово, Господи, чтобы мы не были христианами, у которых ценности поверхностные, чтобы мы были людьми с глубоким утверждением в Тебе, Господь. Благодарим Тебя за эту привилегию следовать за Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Слава Господу.
Слава Богу. Краткость таланта закончили чуть-чуть раньше. Да? Вы знаете, что у нас также добрая традиция, мы не отпускаем людей просто так, наших гостей, мы собираем дар любви. Еще раз, это добровольно, но вы знаете, что Анна Расматовна потрудилась у нас здесь предыдущие дни, и они улетают еще только в среду. Завтра еще будут консультации, придет на домашку. Если ты хочешь поучаствовать в жизни этих замечательных людей, благословить, то у тебя будет такая возможность. Эти деньги, они пойдут лично им, да? Вот можно, да, это как-то передать дальше. Хорошо. И большая просьба, кто переводит, если в электронном виде, это та же самая карта, которая для общих, нужно обязательно сделать пометку. Хорошо? Напишите «Анна». Если вы не напишите, деньги не пропадут, но они пойдут в церковь, как бы. Вот. Поэтому, если вы хотите пожертвовать лично им, то обязательно сделайте такой комментарий. Хорошо? У нас... где у нас группа прославления? Вот они. Скажите, вы приготовили что-то? Мы в конце споем еще одну песню. Прославим? Давайте. Пока они идут, пока они поднимаются, у нас просто всегда детское служение, вы знаете, вам раскроют это лайфхак, они просят, чтобы не раньше часа заканчивать, чтобы они успели освоить программу. И у нас на семинаре сломались часы, которые там висели, они у нас теперь не показывают время, да? Хорошо. Поднимемся. Давайте Господа прославим. Да, еще Любовь Николаевна вот мне подсказывает, у нас... Нет, давайте вы сами сделаете. У нас будет водное крещение, вот сейчас у нас сделает объявление. Добрый день, драгоценные. У нас будет водное крещение, и в предстоящую пятницу те, которые будет учеба у нас, те, которые записаны у нас 7 человек. Если кто-то есть еще желающий, обязательно нужно мне об этом сообщить. Мои координаты вы знаете, есть в WhatsApp. И обязательно прийти. Те, кто не придет на учебу, мы не допустим просто в этот раз. Поэтому имейте в виду. И в субботу у нас будет водное крещение. Объявление в группе у нас есть. Так что в следующую субботу будет водное крещение. Я сказала все. Хорошо, и еще у нас... Добрый день, драгоценные. У нас тоже традиция есть, да, мы в начале месяца, первое воскресенье месяца, поздравляем именинников, кто родился в январе. Я прошу выйти тех, кто сейчас есть, у кого было день рождения в январе. Не стесняйтесь, выходите. Все. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за каждого именинника, которому Ты даровал жизнь, Отец, которых Ты хранишь, оберегаешь, Господь, ведешь своими дорогами. Мы благословляем и желаем всего самого светлого, доброго. Будьте вы всегда радостны, всегда ищите лица Божьего, ходите правильными дорогами, и пусть Господь вас просто обильно благословит. Я хотела тут немножко стихи прочитать.
Эта жизнь вам Богом дана. Все вершится с Его позволения. Принимай же сегодня сполна пожелания в честь дня рождения. И Господь пусть дарует тепло, мудрость мыслям, от телу здоровью, чтоб жилось тебе с Богом в душе, ну а в сердце с единой любовью. Аминь. Сейчас я вам шоколадки выдам. Хорошо, давайте мы Господа прославим. Еще раз всех с днем рождения. Кто присутствует, также все после. Добро пожаловать вниз, попьем чаю, пообщаемся. Будет какое-то у нас время. Хорошо? Давайте мы Господа прославим. О, как прекрасен Ты, мой Господь, Твои слова, Твоя любовь. О, как славен Ты, наш Господь, Твоя сила и Твой крест меня спас. Грехи простил, Ты на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава. Тебе вся слава, слава, Иисус. О, это нada, это лары, это вдали. О, это печали, распятый на кресте, стал моим царем навеки. 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 Меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся Слава Богу! На этом наше собрание заканчивается. С миром Божьим, по домам.
В следующее воскресенье ждем вас здесь в 11 часов. Объявление в группе. Пусть Господь благословит вас на эту предстоящую неделю. Можно вниз спуститься, пообщаться, попить чаю. До свидания.